стоит открыть книгу, и твое путешествие начинается, и ты можешь стать наблюдателем увлекательных историй. Вот скажи, Вероника, ты когда-нибудь мечтала стать, например, ну, не знаю, принцессой? Ну, кто не мечтал быть принцессой, например, хотя бы на утреннике в школе? Конечно, мечтала. Ну, действительно, плох тот подросток, который не мечтает стать принцессой или принцем. Вот ничего не делаешь, сидишь важный, кушаешь вкусную еду, посещаешь различные, да, светские рауты, лепота. Но на самом деле это не так увлекательно. Многие действительно думают, что средневековые принцы и принцессы вправду жили исключительно в свое удовольствие, ни о чем не печались и проводя день за днем в играх и забавах, да? Никаких тебе учителей, никаких школ, никаких уроков. Однако это глубочайшее заблуждение. Принц — это будущий король, а идеальный король того времени — это мудрый стратег, смелый воин, прекрасно владеющий оружием, искусный дипломат, галантный кавалер, ценитель искусства, финансист, знаток законов, обычаев и права. Из ниоткуда всем этим знаниям и навыкам не возникнуть. Но благодаря английским хроникам нам довольно хорошо известна система подготовки Эдуарда VI, принца Уэльского и впоследствии с 9 лет, кстати, короля Англии. Многие считают, что именно его Оскар Уайльд имел в виду под «Счастливым принцем», и именно его историю можно прочесть в книге, о которой мы прямо сейчас вам расскажем. В один осенний день в древнем городе Лондоне в бедной семье Кенти родился мальчик, который ей был совсем не нужен. В тот же день в богатой семье Тюдоров родился другой английский ребенок, который был нужен не только ей, но и всей Англии. Так начинается роман Марка Твена «Принц и нищий». Давайте переместимся на несколько лет вперед. Том Кенти вместе со всей своей семьей живет во дворе отбросов. Пьянки, драки и ссоры здесь были обыденны. И среди всех нищих и воров один человек отличался. Добродушный старик-священник Эндрю, выброшенный королем на улице с ничтожной в пенсией в несколько медных монет. Он часто мог втайне от родителей уводить детей к себе и внушать им любовь к добру. Именно он научил Тома читать и писать. Том много проводил вместе с Эндрю времени, читая книги и слушая его интересные рассказы. Несмотря ни на что, сознание мальчика было полно фантазий. Особенно ему нравилось фантазировать о жизни какого-нибудь изнеженного принца в замке. Он сам даже не заметил, как его фантазии о придворной жизни привели к тому, что он сам неосознанно стал строить из себя принца. Конечно же, это неизбежно привело к насмешкам, но и восхищению со стороны ребят. С каждым днем влияние во дворе отбросов Тома росло. Сверстники уже привыкли относиться к нему с почтением и восхищением. Так, через детей истории о прекрасном Томе Кенти дошли и до взрослых. Те же, в свою очередь, даже стали ходить к нему за советом. Все, кто его знал, восхищались им, кроме его семьи. Что же стало с Томом дальше? Встретил ли он принца и как тот к нему отнесся? Об этом вам предстоит узнать самостоятельно. И я бы хотела всем посоветовать книгу «Принц и нищий» Марка Твена.